Одно из самых первых моих увлечений относится к систематике. Мне 5 лет. Я брожу по морскому берегу, собирая разнообразные ракушки. А потом часами рассортировываю их по величине, цвету и другим признакам. Это занятие увлекало меня чрезвычайно, и коллекцию свою я хранил бережно. Эти строки в 1969 году написал знаменитый советский ученый Константин Скрябин. Он первым возглавил киргизский филиал Академии наук СССР и дал толчок развитию такой науки, как гельминтология. Его именем назвали Кыргызский аграрный университет. Кто он, Константин Иванович Скрябин? Из каких идей и ценностей он состоял? Чтобы ответить на этот вопрос, отправимся в Россию конца XIX века. Геническ – город на Азовском море. 1878 год, 25 ноября по старому календарю. В этот день в семье железнодорожного служащего Ивана Скрябина родился второй ребенок. Его назвали Константином. В автобиографической повести о жизни и о себе Константин Скрябин рассказывает о своей детской одержимости коллекционированием ракушек, спичечных коробков, почтовых марок и бабочек. Уже тогда, будучи ребенком, будущий ученый любил различать и наблюдать разнообразие предметов и явлений. И даже, когда отца Скрябина перевели по службе в Санкт-Петербург, маленький Константин не посмел оставить свою богатую коллекцию в Геническе. Вместе с ней он уехал в другой город. Сначала юный Константин учился в частном пансионе для мальчиков, потом в Петровском коммерческом училище. Константин Иванович учился ответственно и усердно. Особенно Скрябин любил уроки физики и естественной истории. Любовь к этим предметам ученый объяснял мастерством и обаянием преподавателей. Он утверждал, что именно уникальный подход преподавателя естественной истории к простроению уроков, к рассказу о водорослях и паразитических грибах возбудили в Скрябине ученике интерес к паразитологии. Но в 1894 году Константин был вынужден попрощаться с полюбившимися учителями и Петровским училищем. Его ждал 4 класс Томского училища. В 1894 году Константин Скрябин стал учеником 4 класса Томского училища. По его словам, учеба там протекала легко и весело. В 1898 году он окончил училище и получил среднее образование. Впереди мечты о студенческой жизни и о высшем образовании в Петербурге. Страсть к биологии в школьные годы вылилась у Константина Скрябина в цель – поступить в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Он мечтал стать биологом. Но в 1899 году Скрябин потерпел неудачу. Руководство университета отказало ему. Чтобы не истязать себя грустными мыслями о несостоявшейся учебе, Скрябин поступил на службу в счетный отдел управления по постройке Среднесибирской железной дороги. Об этих днях в своих мемуарах будущий ученый вспомнит. И даже тогда, когда я на первых порах потерпел фиаско, мои родители отнеслись ко мне чутко и оказали моральную поддержку. Благодаря им я не пал духом и смог напрячь все свои силы, чтобы, гребя против течения, все-таки достичь намеченной цели. В конце лета 1900 года семья Скрябиных получила радостное известие. Константин отныне студент Юрьевского ветеринарного института. В Юрьевском институте Скрябин обнаружит интерес к гельминтологии. Эта наука предопределит судьбу ученого в дальнейшем. Гельминтология – это один из подразделов паразитологии. Это большой раздел. Гельминтология состоит из 3 подразделов. Это трематодология, цистодология, нематодология. То есть, если нашими словами говорить, то это паразитические черви, которые листовидной формы имеют, и формы лентица, и круглые черви. Весной 1904 года Скрябин окончил Юрьевский ветеринарный институт и был командирован в Закавказье на борьбу с чумой рогатого скота. Там, в
Шушенском уезде Константин познакомится со своим самым преданным другом, будущей женой Елизаветой Кутатыладзе. Во всех заграничных поездках в Туркестан, в годы революции, войны, голода, везде и всегда, до конца жизни Елизавета сопровождала мужа, была его самым верным ассистентом и другом, любовью. Очень много написано, он пишет в своих мемуарах, он пишет о своей супруге, как он с ней встретился и другие не особые подробности, но судя даже по тем скудным вещам, которые он писал, видно, что он ее очень любил. Вместе со своей женой Елизаветой Константин Скрябин отправится в первую крупную экспедицию в Аулия-Ата, которая принесет ученому огромную коллекцию гельминтов. Здесь я приобрел вкус к гельминтологической науке, начал разрабатывать методику полных гельминтологических вскрытий, сделал первое свое научное открытие. Установил наличие нового гельминтоза – шистозоматоза, возбудитель которого паразитирует в кровеносных сосудах крупного рогатого скота. Гельминтологические коллекции, собранные в Аулия-Ата, послужили материалом для моей будущей магистерской диссертации и явились в дальнейшем основой Центрального гельминтологического музея Всесоюзного института гельминтологии. Октябрьскую революцию Скрябины встретили в эпицентре казацких волнений – на Дону. Там, в Новочеркасске, ученый поставил на ноги первую кафедру гельминтологии и провел первую советскую гельминтологическую экспедицию с 500 рублями на руках. Всего Скрябин совершит больше 350 экспедиций за всю свою жизнь. В возрасте 60 лет Константина Скрябина настигнет Вторая мировая война. Сыновья Сергей и Георгий уйдут на фронт. В это время Академия наук СССР будет работать с большим энтузиазмом, и гельминтология, несмотря на катастрофу, будет активно развиваться. Скрябин утверждал, что развитие науки не должно останавливаться из-за войны. Мы поставили перед собой задачу в самое ближайшее время создать рекомендации по борьбе с травматизмом лошадей на фронте и в условиях тыла, разработать типовую упряжку для крупного рогатого скота, ведь в колхозах и совхозах все лошади были взяты на фронт, и главной тягловой силой стали коровы и быки. Мы приступили к разработке мероприятий по оздоровлению телят от манезиозов и диктиокаулеза, составлению проектов развития ветеринарно-зоотехнического дела в республике. – 5 января 1943 год. Знаменательная дата для Кыргызстана и Константина Скрябина. В этот день Совет народных комиссаров предложил ученому возглавить киргизский филиал Академии наук СССР. 13 августа того же года состоялось открытие. Константин Иванович Скрябин стал первым председателем филиала. Под его руководством Киргизская академия наук выросла в крупный научный центр. После ухода с поста руководителя Скрябин продолжал оставаться членом Совета и принимал активное участие в научной жизни и подготовке реорганизации филиала в Академию наук Киргизской ССР. И вы можете себе представить, в 1943 году, это разгар Великой Отечественной войны, в принципе, это по-моему, было такое единственное в мире государство, которое во время войны заботилось о науке. И это очень такой знаменательный шаг. И именно в этом году было принято решение открыть в Кыргызской социалистической республике филиал. До этого филиалы Академии наук существовали, по-моему, в Казахстане и в Узбекистане. И вот, значит, к нам тогда в город Фрунзе приехал этот выдающийся ученый Константин Иванович и очень деятельно принялся за работу. В короткое время, значит, было, во-первых, выделено здание для Академии наук. И именно в это время были открыты, значит, несколько институтов, в том числе институт геологии, биологии, языка и литературы и так далее. А что сам Константин Скрябин думал о Фрунзе и о Кыргызстане в целом? Ответ найдем в его мемуарах.
Все свое внимание и время я посвятил киргизскому филиалу Академии наук СССР. Он рос, креп и превращался постепенно в крупный научный центр. Вообще открыть какое-то, я не знаю, даже малое предприятие, это требует очень больших энергетических, будем говорить, усилий. Этот человек в короткое время сумел убедить руководителей республики в то время, значит, что это нужно открывать, во-первых, а потом обосновать, какие именно направления нужно открывать. Вот, например, благодаря открытию вот этого филиала Академии наук именно в Кыргызской республике бурными темпами начала развиваться геология. И для этого нужно было, конечно, оббивать пороги высших чиновников, затем собирать людей, которые могли бы работать в науке. И именно в его время были заложены основы, значит, нашей кыргызской науки. И тогда, именно в это время, у нас появились ученые союзного уровня, а затем уже и всемирного уровня. И именно благодаря Константину Ивановичу. Вот что Скрябин писал в своих мемуарах о студентах Кыргызстана. Многие студенты – бывшие фронтовики, часть из них – инвалиды. Тяга к учению у них была изумительная, упорство – потрясающее. Учиться большинству фронтовиков было трудно. За годы войны они многое позабыли и теперь яростно штудировали учебники. Но сколько трагедий у этой молодежи! Узнал, что один мой студент отказался от невесты, которая терпеливо ждала его всю войну. Отказался, потому что он, будучи инвалидом, думал, девушка не порывает с ним только из жалости. Трагедию он свою переживал мужественно. Учился отлично. Непосильный каждодневный труд Скрябина обеспечил его заслуженной славой. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, трижды академик и трижды доктор. В 1945 году его именем назвали Киргизский сельскохозяйственный институт. Рядом с университетом памятник ученому и улица его имени, улица Скрябина. Такого уникального ученого не только в Советском Союзе, наверное, в мире может быть единиц. Даже до Советского Союза, когда была Российская империя, он тогда был прикомандирован в Центральной Азии и работал именно вот в Казахстане, в Кыргызстане. Тогда очень большие проблемы были инфекционные, инвазионные болезни. Именно инвазионные болезни – это гельминты. Это было очень большой падеж среди животных. Но тогда чем занимались кыргызы, казахи? В основном они у нас полеводством не занимались, а занимались животноводством. Очень большие потери были. Что такое большие потери животноводства? Естественно, тогда нехватка продуктов, именно сохранение животных, именно в ликвидации болезней очень опасных. Он сыграл огромную роль. И когда уже мы были в составе Советского Союза после революции, он всегда отправлял своих учеников, он всегда был в курсе, что происходит именно профилактика очень опасных болезней. Сначала, если он занимался болезнями животных, и когда он стал уже доктором медицинских наук, он уже занимался гельминтозными заболеваниями людей. То есть он большую сыграл роль именно профилактики. С первых дней во Фрунзе Константин Иванович ставил перед собой масштабные задачи по развитию разных отраслей науки в Кыргызстане. Величественные горные хребты Киргизии таят в себе несметные богатства рудных и нерудных ископаемых, запасы минерального топлива и сырья для строительных материалов. Один из основателей гельминтологии мировой практики – это Скрябин. Он, значит, насколько известен, но очень многие заболевания гельминтозного характера у него он в соавторстве со своими учениками открыл. Он впервые у нас, побывав здесь, в Кыргызстане, он открыл Академию наук нашего вот этого. Он обосновал, открыл здесь. Он здесь в течение 6 месяцев здесь жил, открыл, обосновал и пригласил со всех союзных республик, в основном из Ленинграда и Москвы, значит, его учеников. И многие приходили, здесь оставались. И вот они продолжали вот именно той плеяды научной работы по гельминтологии. Это и есть у него заслуга.
Одна из главных научных сокровищниц Кыргызстана – зоологический музей. В нем хранится более 170 экспонатов различных организмов. Музей был открыт в 1946 году по инициативе академика Скрябина и сначала находился в Доме дружбы народов, а в 2004 году переехал в здание Академии наук. Зоологиялық музей негізінен башталышында 1926 жылы как краеведческий музей болғанда негізінен. Андан кейін бұл Константин Иванович Скрябин келгенден кейін 73 жылы академия филиалы пайда болған Қырғызстанда. Филиал СССР-дің филиалы кішінекей. 46 жылдан баштап зоологиялық музей өзінше бөлініп шыққан. Ошондо ал биринчи жетекчилерден болуп келген. Музейдин көпчүлүк экспонаттары 50-60 жыл. Мындайча айтканда экспонаттарды бар эски, бирок ошону жакшылап сактап атабыз да. Себеби ингаляция жасайбыз, тазалап турабыз. Себеби бизге мынчалык көпчүлүгү кызыл китептегилер. Аларды бизге жаратылышынан уже мындайча айтканда атууга болбойт да. Ошон үчүн болгонун сактап жатабыз. Анан айрым учурда гана кээ бир экспонаттарды уруксат берсе жасайбыз да. Кызыл китептегилерди мындайча айтканда жасабай алганбыз акыркы жылдары. Дела в зоологическом музее в 60-е и 70-е годы шли хорошо. Он полнился редкими экспонатами. Киргизский филиал Академии наук тоже не отставал и креп. Огромное количество талантливых ученых собиралось под его крышей. А неподалеку от Академии наук, по улице Медерова, возвышался Киргизский сельскохозяйственный институт. Ныне Кыргызский аграрный университет. В нем в середине 20 века активно развивалась гельминтология под руководством учеников Скрябина. На сегодняшний день в Кыргызском национальном аграрном университете обучается более 4700 студентов. Всего 7 факультетов, где готовят кадров для поддержания высокого уровня аграрного сектора страны. Данная лаборатория называется лаборатория биотехнологии растений и фитосанитарного контроля. Как звучит лаборатория, мы в основном здесь занимаемся современными методами биотехнологии, то есть методом микроклонального размножения. Мы клонируем растения. В данное время мы работаем с ягодными культурами, так как наши фермеры просят нам предоставить им высокоурожайные, сортовые, очищенные от инфекций саженцы. Будучи студентом, помню, мы еще учились на первом курсе, это был 1976 год, 7 декабря, в день рождения академика Скрябина, силами студентов при поддержке наших педагогов проводили Скрябинские дни. Это был вечер, посвященный памяти выдающего ученого, на котором наши студенты давали исчерпывающую информацию о трудовой и научной деятельности академика Скрябина. И по сегодняшний день это мероприятие у нас проводится. Сам Скрябин в сельскохозяйственном институте не работал, но участвовал в научных конференциях, посвященных вопросам ветеринарии и гельминтологии. А ученики Константина Ивановича, командированные в Кыргызстан, преподавали здесь. Да, они были очень прекрасными преподавателями, они были и практиками, и в науке они очень. Это были доктора ветеринарных наук. Среди них, например, Касымбеков. Он тоже является гельминтологом. Один из учеников Скрябина, которые принимали участие во многих всесоюзных гельминтологических конференциях, которые непосредственно проводил сам академик Скрябин. Естественно, конечно, вклад этого ученого очень большой, особенно для Кыргызской республики, потому что он много лет здесь работал, особенно послевоенные годы он часто приезжал, готовил своих учеников, которые продолжили его дело. Он является основоположником кыргызской науки. Настоящий ученый не должен бояться, что наиболее талантливые его ученики откроют новые явления природы, разработают новые методы и превзойдут своего учителя. Этому надо радоваться. Это необходимо приветствовать и поощрять, иначе невозможен прогресс в науке. Ученый без учеников, ученый-одиночка представляет собой жалкое
Я бы сказал, ненормальное явление, ибо смысл жизни ученого не только в разработке новых теоретических ценностей, но и в создании достойной смены, способной развивать, совершенствовать идеи своего учителя и закреплять их на практике. Он всегда говорил, есть ученые, доктора наук, которые, я не знаю, может, есть объективные причины или какие-то субъективные причины, не готовили своих учеников. А он наоборот говорил, если ты доктор наук, ученый, ты должен обязательно готовить своих учеников. У тебя должна быть научная школа. Он даже говорил, может быть, твои же ученики, научные ученики, может быть, более талантливые, чем ты. Этому надо гордиться, нельзя ревновать. Формула успешного ученого по Скрябину простая. Главное – беззаветная, самоотверженная любовь к науке. Эта любовь должна быть бескорыстной, способной на жертвы, на преодоление любых препон и препятствий. Константин Иванович Скрябин – выдающийся ученый XX века, основатель научной отрасли гельминтология. И он внес неоценимый вклад в развитие науки. Константин Иванович в быту был очень чутким и нежным человеком, но в работе со студентами требовательным и строгим преподавателем. Он не был из ряда учителей, которые спустя рукава смотрели на скучающих студентов-двоечников. Наоборот, как истинный оратор, он делал все, чтобы заинтересовать каждого, даже далекого от гельминтологии человека. И вот представьте себе, да, человек приходит, начинает рассказывать людям про червей. Понятное дело, не очень многие бы этим заинтересовались бы и так далее, да, потому что это довольно скучная наука. Черви, подумаешь. А он, по всей видимости, был очень большим оратором. Он читал лекции простым рабочим, которые с изумлением и с вниманием его слушали. А это очень многое говорит о человеке. При этом, знаете, один из современных ученых, я не помню кто, сказал, что ты не очень хороший ученый, если ты в течение 5 минут не сможешь объяснить пятикласснику, чем ты занимаешься. А он, Константин Иванович, он это умел делать. Константин Иванович прожил долгую и счастливую жизнь. Не приемлющий несправедливости и зла, он проповедовал добро через науку. Каждый день его 94-летней жизни был посвящен науке. Этот пыл ни на секунду не затухал. Время летит быстро. И если ты действительно хочешь создать что-то полезное, нужное людям, не теряй времени. Ни одного дня, ни одного часа. Стремись к тому, чтобы каждая минута была наполнена содержанием, использована тобой, не потеряна даром. Живи полной жизнью, целеустремленной, интересной. Дорожи минутой, она не вернется. Я считаю, что жизнь человека ценна тогда, когда он отдает себя людям и обществу полностью, использует все свои возможности.